У всякого народа есть свой неповторимый наряд. Так уж устроены люди, что любят все красивое и изящное. Приятно, когда человек опрятно и со вкусом одет. Чуваши еще издревле называли народом в серебряном одеянии. Свой наряд, помимо вышивки, они украшали серебряными монетами. Получалось, что на себе они носили целое состояние. Наглядно можно было увидеть, из какой семьи тот или иной молодой человек. Вышивка или форма одежды указывали, из каких чувашей человек – низовых или верховых, холостой или семейный и так далее. Чуваши в своих песнях поют: «Молодость приходит однажды, проведи ее весело и счастливо». Не только в свободное от работы время, но и во время трудовых будней молодежь по вечерам собиралась на хоровод и разные игры. В процессе игр можно было поближе узнать человека, какой у него нрав, какие способности и чего он стоит. Молодые люди выбирали себе пару. Вздремнув 3-4 часа, утром наравне со взрослыми молодежь снова принималась за работу. Трудолюбивые и мастеровые люди всегда ценились в народе. Кто не был молодым и не испытывал порывы любовной страсти и трепет перед любимым человеком? Явление любви каждый характеризует по-своему. Кого-то любовь окрыляет и возвышает, кто-то сгорает, опаленный пламенем любви, а третий от безответной любви страдает. Любовь еще никого не обошла стороной. Любовь вдохновляет и окрыляет. Это особая, удивительная энергия, которая неизменно меняет человека в лучшую сторону. Влюбленному человеку все по плечу. Ему не страшны никакие тяготы и лишения. Любовь заставляет совершать чудесные поступки и неповторимые подвиги. Когда любят двое, это прекрасно. Как-то в стародавнее время один удалой молодец невесту привез домой на своем коне. Но завистливые люди распустили про девушку слух, что она не любит и не умеет работать. Каково же было изумление молодых, когда они это услышали. Но девушка нашла выход из положения. Не слезая с коня, она на ткани вышила необычный узор. Узор может быть не такой уж и сложный, но он был одинаков с обеих сторон. И главное, секрет этого узора в этой деревне не знал никто. Мудрая мать, сообразив, в чем дело, говорит: не может того быть, чтобы исполнительница такой диковинной вышивки была неумехой. Коль уж в целой деревне не сыскать знатока такой вышивки, это, несомненно, прекрасная мастерица. А такая умелица нам кстати.